Я у реки с вчерашнего дня, ну, за сутки, примерно 3 сантиметра вода вот так где-то упала. Каждый сантиметр играет большую роль, так как это таежная река, блин, без воды далеко не поедешь. Смотрите, везде кругом песок, коряги. Хорошо, когда вода прибывает, хреново, когда уходит вода. Ну, ельцы, видно, ельцы прыгают. Вчера рыбачил, блин, ни одной рыбы не поймал. Нормального так. А Тулан уже в лодке. Я буду рыбачить, ехать. А Тулана сразу не буду брать. По берегу он будет идти. Также попробую, может. Вчера вечером рыбачил, сегодня днем попробую. Какое время рыба берет, непонятно. Лок, Тулан, лок. Вот Тулан. Сейчас уже не так громко хлопает лапами. Легко и просто. Немножко застряла. Научился собака плавать. Не сразу. На 3-й год, наверное, научился. Но сейчас уже легко переплывает. Белку облаивает.
елец плещется. Где Хариус? Второй день уже рыбачу. Сейчас спустился ниже вчерашнего места, где вот вчера рыбачил. Еще ниже спустился. Попробую еще тут с километра примерно порыбачу, если не удастся поймать. Будем плыть уже на моторке. Вот за этой корягой, вон там, я видел рыбу. Но не крупно, вон опять всплеск небольшой. Не знаю только кто. Это мелкий хариус, или же этот елец или плотва. Вон там где-то, он там плещется. Не, если хариус, то сразу моментально он на такую блесну идет. Точно не хариус. Точно не хариус. Вон опять тоже всплеск. Не, ребят, бесполезно. Не хочет брать рыба. Не попал я на клев. Вон там же все время плещется. Здесь поплавочная удочка нужна с мелким крючком. Вот тогда, наверное, думаю, этих ельцов можно поймать. А у меня это крючок чуть-чуть не для таких рыб. Вчера случайно вот так попал еще. Вон тулан. Сейчас заберу его. Все, хватит. Нарыбачились. Лак, тула. Лакса. Лак. Лак где? Все. Все, тулан, все. Все. Все, манам. Все. Tulan. Sulan on. Мышганцен мыка. Думает еще. Газку домой, все. Нагулялись. Ох. Хоть комары отстанут или еще, блин, надоели уже эти комары. Жужжат. Но этот антикомарин действует. Вот этот. Вот. Рефтамид усиленный. Усиленный вот написано. 5 в одном. Мне понравилось. Собаку также брызгал этим. Вообще мелко становится река, вон. Еще вот столько вода уйдет, тут хода не будет. Ну, если только моторки не жалко, можно ездить, находить. Вообще высохнет эта река.
мелочь. Вот, о, блядь, вот такие коряги держат. Мелкие коряги вот сюда застрянут. Такое целое дерево заторы и делает. Это место я не люблю вообще, блин. Блять, такой водоворот тут вообще жесть. Ух, страшно смотреть. О, блядь. Ебаться в рот, нахуй. Не каждый мотор тут выдержит, поверьте. Чирок. Пипец. Одним словом.
По большой воде хоть этот мусор уходит с реки. Свежее падает, а вот старое все уходит. Большой вода. А уже 2 года у нас такой воды не было. Поэтому вот такие заторы получаются. Пили, не пили, убирай, хоть не убирай, бесполезно. Но стараемся как-то еще. Один спилит там, второй спилит где-то. И вот так вот. Кому как повезет. Скажем, вот я еду, проеду, а второй уже не проскочит. Ему приходится пилить. Вот так. Мне как-то писали, я сломал ветку и бросил в речку. Зачем я бросил в речку? Не надо писать такое. Смотрите, что творится на реке. Я спилил бревно. Куда мне деть? Тоже на берег или что? Сжечь? Это глупо.
приплыли до затора. Здесь будет перекур у нас. Кипяток попью. В горле пересохло уже. Так. Еще выше стало, блин. Короче, все эта картина на этом держится, на большой елке поперек. Вот елка стоит, и вон та береза еще. Ладно, сейчас пью чай. И, как всегда, будем пробираться. Меня. Вот так, ребята. Вот это проскочим, а остальная фигня. Где-то час мне придется тут повозиться. Ну, минут 40. Ну, смотря как получится. В принципе, там зацепиться есть за что. И лебедкой буду тащить. Берег, конечно, не очень. Посмотрим.
Так, ребят, нужен совет. Почему вот трос, когда я тащу, у меня закручивается вот так. Он. Прям очень сильно закручивается. Не могу понять, почему. Может, что-то я не так делаю? Где что происходит, почему так? Что можно сделать, чтобы не так не закручивалось? Трос жесткий, очень жесткий. Вот так. Как-то тащит хорошо. Ну все, ребят, проскочили этот затор. У меня осталось 22 минуты съемки на этой карте памяти. Много я больше снимать не буду, как я буду ехать дальше по Таежной реке. Ну, на крайний случай, где-то что-то, если интересно будет, я включу. Я, скажем, вот эти заторы, там, как я прохожу через эти коряжники, я снимать не стану. Уже встретимся на большой реке, может остановлюсь на первую избу и уже там поедем домой. Вот так, в горле пересохло, сейчас я также отдохну и дальше поедем. Лебедка вещь, ребят, покупайте ручную лебедку, и в таких случаях он вам поможет, честно говорю. Я и на буране вожу его всегда с собой. Всяко разные ситуации попадаешь, но здесь я не знаю, я без лебедки не смог бы вылезти. Я покажу вот эту корягу. Большая, блин, дерево такое. Вот, смотрите, где-то сантиметров 20. Вот. В одиночку тащить лодку очень тяжело, когда все это, вот, куда ни наступи, все плавает. Упора никакого нету. Лебедка вещь. И также хочу вас, моих зрителей, отблагодарить. И эту лебедку я купил, как и эту пилу, на ваши деньги, на ваши донаты. Я вам это рассказывал, показывал. Спасибо вам за поддержку. А я дальше поеду, сейчас отдохну и поеду дальше. Все четко.
Перекур. Слышите, ребят, пение птиц, как весной. До сих пор еще поют они. Они, наверное, где-то вот тут гнездятся, и выводки, все у них будет семья. Потому что их много тут. Смотрите, как, где сейчас находится уровень воды. Вот смотрите, где стоит лодка. И смотрите, где наша палка. Вот. Если прикинуть, вот мой рост, скажем, вот, 2 метра, еще 2,5, так, 4,5 метра, наверное, примерно высотой уровень. Здесь Женька там обчесал, видно, собаку. Они на рыбалку с собакой приходили. Приезжали, то есть на Ниве. Вот палка, смотрите. Вот я отмечал. Вот. Должны помнить, кто не пропускает каждый фильм. Вот палку я устанавливал. Смотрите, где сейчас находится лодка. Какой уровень воды был, и ушел вода. Трясогузка нервничает. О, зелено. Все зелено, ребят. Интересно, птенцы там есть или нету. Посмотрите. Все красиво цветет. Челом здорово, Карка. Ночевать не станем, но хоть поздороваемся. А, ладно, гнездо тут. Они тут и... А, вон они. Самочка на гнезде еще. Вон, тревожить не станем. Смотрите. Надеюсь, видно. Да, самочка еще сидит. Значит, они не вылупились еще. Я тревожить не стану. Просто самка на гнезде еще. Вот. Ну что тут? Лодка на месте. Избушка стоит. Следы вот на Ниве они приезжали. Травы совсем мало еще. Но будет сенокос в этом году также. Надеюсь, что будет ремонт этой беседки. Новый построим. В планах вот такие, как сказать, идеи есть. Поленится, беседка все вместе будет. Ну, как на второй избе. Чего здорово, Карка? Ну вот. Переночевали. Ну, вчера встречались. Ой, блин, бич-пакет зачем оставлять? Не, это надо выкинуть. Ташкентский плов до сих пор еще тут. Просто для мышей, как сказать, не будем оставлять. Печку брошу. Вот так. Ну, как обычно. Ничего нового тут. Вот мне надо вот еще купить вот эту фигню. Как называется? Он 2 миллиметра, наверное. Ну, тоненький. Самый тоненький возьму. И надо обшить полностью потолок. Также надо, как и на второй избе, сделать сквозную, вот что я там намудрил. Тоже прикрепить. Все то же самое, как и на второй избе будет. Вот так. Ну, у меня гигабайты заканчиваются, ребят, для съемки. Больше снимать не стану. Трясогузку пугать не станем. Бедолага боится, наверное, там лишний раз греметь не станем. Просто вот
Пускай выводки хорошие будут. Вот самец где-то. Да, он там сидит. Не будем тревожить. А это собака, блядь, дергала откуда-то. На улице 35 градусов тепла. Я в бушлате. Ну, на лодке все равно немножко, как сказать, продувает. И, наверное, будем заканчивать этот поход. Снова съездили на вторую избу. Дальше видео будет уже с первой избы. Первая изба основная будет, и может еще где что буду снимать. А на вторую избу поедем в октябре, как сказать, и осенью. Может быть, даже до октября не получится съездить. Вот. Так что спасибо вам за ваши просмотры и ждите новые фильмы. Всем пока и будьте здоровы. Все красиво, ребята. Все четко получилось, хороший поход. Вот смотрите, где наша лодка. Se tulossa. Se oli Lecham Gordonissa.